Проверок ради проверок больше не будет. В Госсовете обсудили новый закон о контрольно-надзорной деятельности, который вступит в силу с 1 июля. Обновленный законодательный акт – это масштабная реформа, которая полностью изменит контрольно-надзорную сферу. К чему готовиться проверяемым и инспектирующим, расскажет Наталья Юрина. 4 года плодотворной работы, более 250 масштабных дискуссионных площадок. То, что казалось невозможным, сделано. Новый закон о реформе контрольной деятельности в регионах совсем скоро вступит в силу. Он призван полностью перезагрузить контрольно-надзорную систему. Коснуться абсолютно всех аспектов деятельности контрольно-надзорных органов. И мы ожидаем прежде всего, что первое и самое главное, что контрольно-надзорные органы будут приходить в наши организации не с проверками, не с намерением наказать и выписать штраф, а с намерением понять, насколько соблюдаются те требования, которые должны соблюдаться, что не получается, почему не получается и в чем нужно помочь для того, чтобы ситуацию исправить. Оценка эффективности контролирующего органа по количеству проверок под запретом. Срок проведения документальных и выездных мероприятий не превысит 10 дней. К слову, последние проведут в особых случаях. Более того, разные контролеры не будут проверять соблюдение одних и тех же требований. Все проверки зафиксируют онлайн. Действия контролирующих органов по проведению контрольно-надзорных мероприятий отразятся в специальной информационной системе. Весь документооборот также будет в электронном виде. Важно, конечно, это максимально трансформировать культуру на государственной службе, культуру инспекторского состава, культуру, в рамках которой главным является это человек, это бизнес, это главным является добиться, чтобы требование соблюдалось, чтобы было безопасно, а не то, чтобы выполнить, несмотря ни на какие там свои полномочия, наказать и штрафовать. Появятся новые формы контроля и надзора: выездное обследование, мониторинговая закупка, выборочный контроль и инспекционный визит. Система кнута позади, пряники останутся. Основной акцент смещен с проверок на профилактику нарушения. Среди таких мер – самообследование, профилактический визит и стимулирование добросовестности. Частота проверки зависит от категории риска. Мы можем повлиять на категорию риска своим добросовестным поведением. У нас прямо это обозначено в законе. И в формулах, которые сегодня были представлены, когда взвешивается риск, он рассчитывается. В формулах уже фигурирует добросовестность. Предприниматели оценят реформу надзорных органов, потому что на сегодняшний день работают старые законы, приходя надзорные органы предпринимателям необоснованно требуют тех или иных норм закона. Очень много говорилось о цифровизации, что у индивидуального предпринимателя был индивидуальный кабинет. Также по Минтруду сегодня звучало, что у них только карательные меры. Если сейчас они эту поправку внесут, то можно их предупреждением ограничиться. Актуальность законопроекта отображают цифры. Только за прошлый год прокуратура республики предотвратила более 500 незаконных проверок. При том, что в 2020-м на проведение подобных мероприятий в ряде организаций действовал мораторий. Особенности согласования в 2020 году внеплановых проверок повлекли, подчеркну, 5-кратный рост числа поступивших к нам заявлений контролирующих органов о согласовании их проведения. По результатам рассмотрения 1224 таких заявлений свыше 45% прокурорами отклонено. Как отмечают эксперты, главное теперь отладить механизм реализации в регионах. Специально для решения этой задачи в республике создадут рабочую группу. Нам необходимо развивать свое региональное законодательство, муниципальное законодательство в рамках тех принципов, которые изложены сегодня на семинаре. Не контроль ради контроля, а ради достижения целей. Цели безопасности прежде всего, а не цели наказания бизнеса. Рискоориентированный подход, безусловно, он у нас уже в республике применяется. Подход по
закрытому перечню, очень четко прописано вообще видов контроля, какие контрольные мероприятия вообще могут осуществляться. И, конечно, в рамках этих контрольных мероприятий не одна единственная у нас такая мера, как проверка, да, когда уже действительно шансы велики, что что-то, какое-то нарушение состоялось. Все-таки это и профилактические, выездные беседы, осмотры, самообследование, очень интересная новая форма, да. Еще одно новшество в лесной отрасли. Теперь семьи могут работать над общим делом. В соответствии с существующим федеральным законом о государственной службе у нас запрещено родственникам находиться в подчинении в одной организации. Но мы с вами прекрасно знаем, что очень часто, кроме мужа, жены или отца и сына, там никого нет. Поэтому тот закон, который на следующей неделе будет принят, во втором чтении эта поправка была поддержана, что это ограничение снимается. Новая же форма контроля надзорной деятельности в регионах вступит в силу 1 июля. Организация, проведение и оформление результатов проверок, незавершенных до этого числа, будут осуществляться по старым правилам. Наталья Юрьевна, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.